Переносного микрофончика. Я как бы... Ага. Еще одна минутка техническая. Первый телефончик мой несете, да? Батюшка, рекомендую вам вот здесь на стол сесть. Это почти что трон. Батюшка, честно, вам будет реально хорошо. Это ему эстетично. Вы знаете, многие интересуются, что ест священник для обеда. Но об этом поговорим как-нибудь другой раз. А вот что он пьет, это вопрос интересный. Меня сегодня исцелили от кашля, такого бронхиального, и вообще от простудного недомогания, смешав. Не слышно? Кто ж виноват? А может быть, частью, господа, вы пройдете вот сюда, как засадный полк на Куликовом поле? Проходите, пожалуйста, сюда, здесь будет хорошо. Прям как в Шекспировском театре. Проходите, друзья, вам будет реально хорошо. Вот здесь прямо о столик обопретесь, и вам будет хорошо. Реально не слышно, да? Так вот, я хотел поблагодарить Коми АССР за чудесные... Проходите, господа, здесь очень хорошо. В тесноте да не в обиде. Кто упадет в обморок, вовремя подхватить, потом другой упадет, его подхватить. Проходите, вот здесь вот где-то можно расположиться. Вот здесь элитное место, вот здесь, посмотрите, такой столик. Очень хорошо. Потому что я тоже чувствую себя немножко дискомфортно, но прямо на коленях стоит, я могу тоже опуститься. Проходите, девушки, я вам уверяю, миссис Хэвен, just please take this plate. Thank you. И вот у меня очень радостная. Проходите, проходите. Вот к экрану поближе. Проходите, пожалуйста. Вам будет стеночки припереться, пожалуйста. И меня сегодня исцелил чудесный местный национальный напиток. Потому что утром я встал никакой. Какая-то паволока в глазах, голос. Еще позавчера не было голоса.
едва лишь я прибыл, псык, тык, псык, тык, как? Не было голоса. И заварили смесь шиповника с ягелем. Видите, даже многие педагоги не знают, что здесь у вас растет ягель. Пища оленей. А? И этот ягель природный оксидант. Его можно использовать вместо опостылевших антибиотиков. Ну, антибиотики нужны. Но вот я допиваю на ваших глазах ягель и поднимаюсь, как Карлсон, от земли. О, жизнь, ты прекрасна. Теперь уже можно ставить посуду. Дорогие друзья, у нас, по-моему, такое чудесное собрание, что, невзирая на уже приближающийся праздник Троицы, Пасха, стало быть, прошла, вознесение на его место, хочу сказать, Христос воскрес. Это можно сравнить только с XVI веком, Лондоном, предместьем Лондона, когда молодой начинающий драматург Вильям Шекспир ставил свои пьесы. А в XVI веке, не все знают, театр был как бы вне закона, он не был легализован в Англии. И, конечно, в XVI веке городским властям трудно было понять, что Ромео и Джульетта, Отелло, молилась ли ты на ночь, Дездемона, что это не просто пьески для развлечения черни, плебса, хлеба и зрелищ, но это глубокие психологические драмы, которые вскрывают сокровенные какие-то стороны человеческой личности. Короче говоря, едва лишь только Шекспир приступил к постановке своих пьес, народ сразу почувствовал, что это явление. И историки говорят, что ставили такие легкие конструкции деревянные, сцена, зал, галерка. Буквально на 2-3 дня прошла пьеса, и конструкцию разбирали. Ну, примерно то, что у нас сейчас происходит на Красной площади. Парад. Вот я проезжаю почти ежедневно в гимназию, где преподаю, через Красную площадь по Васильевскому спуску, и видишь эти конструкции. Собирают, разбирают, собирают, разбирают. Так были случаи, настолько галерка переполнялась молодежью в XVI веке, что не выдерживала она, и народ просто приземлялся, жесткая посадка. И мне наше с вами собрание напоминает этот шекспировский театр. Это какой-то полный аншлаг, не путать со словом дуршлаг. Если бы вот этот благоговейный молодой человек не стал на колени передо мной, я бы еще походил бы тут вот по коридору, чтобы там на Камчатке люди чувствовали, что они не отдалены от отличников. Отличники всегда садятся на первые парты. Но вам придется терпеть, потому что, вы знаете, в общении... Можно вас попросить, батюшка? Вот за кафедру встать, потому что вас снимают туда, там вас не видят. Вот в том. Где не видят? Кто это? Надо, чтобы вы за кафедрой. Ничего себе! Мы сейчас туда кого-нибудь посадим. Ой. Скамейки еще не все. 2 скамейки. А вот так меня там видят? Вот сейчас, наверное, вот Ой. не на камеру. Ага, а так видят, да? А вот теперь вот так вот, наверное. Ага. А скажите, пожалуйста, вот эти мучения, у нас такие мучения, фигура здесь, фигура там, это нам нужно было бы Это зал проблема, приличную. да. Это проблема. А? Завтра будет большой зал. Ага. А сегодня... Вот смотрите, уже носорога убили какого-то трофейного. Еще можно одну скамейку сюда поставить. Еще одну. Тамара Александровна? А надо выяснить, точно меня там видят.
Друзья, вам там видно? Тамара Александровна, сходите, посмотрите. Дело в том, что за свои 36 лет педагогической деятельности я никогда не стоял за кафедрой. Кафедра напоминает собой вертикально поставленный гроб. Человек, стоящий за кафедрой, он обрекает себя на изоляцию от народа. Любой докладчик, стоящий за кафедрой с высокой колокольни, он как будто бы уже инопланетянин. А мы должны идти в народ. Мы 25-тысячники, Давыдовы и Нагульновы. Ну, кто в школе учился, помнит такие с поднятой целины. Мы Гриши Добросклоновы. Батюшки, простите, что я тут цитирую. И видно? Или не видно? Нет, вам видно, а там? Видно, тут Я- немножко надо чуть-чуть приподнять камеру. Так, я готов ради блага народного пожертвовать своими привычками и за этим комплексом С-500, Сейчас все окей. за этим комплексом С-500 Россия не должна стесняться своим комплексом. Готов начать военную операцию по разгильдяйству, по коррупции и другим недостаткам, которые... Еще один носорог. Это все предисловие, дорогие друзья. Ну что делать? Технические заминки неизбежны. Не в раю живем. И поэтому приходится нам всем терпеть друг друга. Так что же? И кто же здесь присядет? Господа, пожалуйста, в партер. Кто желает? И, конечно, невзирая на все эти неудобства, хочу вас предупредить, что через 7 минут у вас начнется эффект кислородного голодания. Кислородных подушек на всех не хватит. Еще один носорог. Поэтому старайтесь экономнее расходовать воздух. Набрал в грудь и держи дыхание. Ну вот. Невзирая на все эти неудобства, все равно радостно, потому что в наше время, когда люди перегружены всякого рода информацией, можно я свои технические приборы включаю? Или можете на мое место, там нормально. В наш век перегруженности всякой информации, когда люди уже задыхаются от их потоков, зачастую мутных, когда слово превратилось в политическую трескотню, я не про Владимира Владимировича Путина. Его слово ловит на лету, потому что у него слово и дело находятся в гармонии. И не будем смущаться составом нового правительства. Да, Мутко. Депутаты тоже смеялись, когда Дмитрий Анатольевич Медведев предложил эту кандидатуру, но не все так просто. Наш президент не просто умный человек, но он смотрит на несколько шагов вперед. Я вкрапляю лирическое и политическое отступление, потому что жизнь состоит из этих лирических отступлений. И самые проницательные аналитики говорят: нет, президент не обманул и не мог обмануть доверие народа, который так за него проголосовал, 76 или 8%. И если кратко, то клешни или щупальца осьминога
щупальца, уходящие к финансово-корпоративным группировкам, препятствовавшим нашему президенту проводить созидательную работу, эти щупальца отрезаны. И оставшиеся без щупалец, ну какие там щупальца? Дворковичи, Абрамовичи. Оставшиеся без этих щупалец функционеры во главе с премьером Дмитрием Анатольевичем Медведевым будут послушны нашему президенту, и он имеет теперь правительство в коробочке, есть такой термин. Они исполнители. Они будут выполнять то, как опытные функционеры, кадровики, менеджеры будут управлять и исполнять в соответствии с теми еще майскими указами, которые раньше положили под сукно. И это только горячие головы считают, что нужно было бы полностью заменить декорации. Нет, Россия потихонечку обретает свой суверенитет. Наш президент не придерживается тактики Мао Цзэдуна, каких-то больших чисток, но он своим личным трудом и примером и очень дальновидной политикой убеждает перестраиваться вчерашних либералов от экономики и встраивается в ту стратегию и тактику, которую он назвал прорывом. Во всяком случае, я, как гражданин России, доверяю нашему президенту, и уже из первых его шагов, скажем, Крымский мост, его открытие на КамАЗе, он сам без красных ленточек, без хлеба с солью, по-простому, по-деловому преодолевает 19 верст Крымского моста. Как некоторые сказали, это и есть труд-армия, трудовая армия. Сейчас ведь сплошные символы. То, что нам показывают, это все символы. Очень большое значение имеют детали. Я не слишком увлекаюсь политикой, но мы о любви-то будем говорить обязательно. Тема, правда, через тернии звездам. Очень большое значение имеют цвета, галстуки, на чем ты приехал. Ну, например, год тому назад или полтора наш министр иностранных дел приехал на встречу с Керри, такой, помните, бульдожий, такое лицо бывшего госсекретаря, на Белой Победе, сборка 1945 года. И все в этом справедливо видят глубокие смыслы, которые нужно расшифровывать. То, что наш президент в джинсиках, в какой-то косовороточке, как дальнобойщик подошел, поздоровался, сел, молча поехал. Это месседж, это послание, что он среди народа, он вместе с народом созидает попранное, и никакого официоза до сих пор народ пытается все это осмыслить. Между прочим, вспоминается замечательное пророчество середины XIX века из Глинской пустыни. Был такой очаг благочестия. Сейчас она возрождена на Украине. Я сам из Москвы, и поэтому бабушка меня учила русскому говору, и я не могу перестроиться на новояз, и поэтому говорю на Украине, на окраине находится эта пустынь. Что-то не так? Если вы будете в этот микрофон, может быть лучше? А? Не хочу, не хочу. Просто не слышно люди вот там. Вы сейчас поговорите, вот слышно будет меня? Ха-ха. Слышно? Слышно? Ну и прекрасно.
А стоять ты должен здесь. Да. Потому что за вас не приходит. Итак, господа, пророчество, замечательное пророчество, которое гласит следующее. Блеск земной славы ослепит многих, и Отечество подпадет под тяжкий гнет, но через ведомое Богу время, а это время примерно 70 с чем-то лет, восстанут из народа некоторые, то есть немного людей, и восстановят попранное. Ну, как хотите, когда я смотрю начало парада на Сергея Кожугетовича, который в белых перчатках, выезжая под Спасскими вратами, осеняет себя крестом, командовать парадом будет он сказал: поехали, и махнул рукой. И весь мир смотрит, как наш министр обороны осеняет себя крестом, а делает это он не только по личному почину, но так положено было столетиями, проходя под иконой Спаса, которая красуется на вратах кремлевских, необходимо снимать шапку и осенять себя крестом. Алексей Михайлович Севшайший в 1649 году, его известное уложение было основным законом страны, приказывал нещадно бить батагами представителя любого сословия, если только он забудет осенить себя крестом, проходя под Спасскими воротами. Вот восстанут некоторые и восстановят попранное. Я бы к этой троице еще причислил Сергея Викторовича Лаврова. У нас все женщины в Российской Федерации поделились. Одни влюблены в Путина, другие в Лаврова. Лавров, он наполовину армянин, наполовину коми. Ну, как все мы здесь. Такой импозантный, такой галантный, может и припечатать какого-нибудь саудовского принца непечатным словом, непереводимым. И примерно год тому назад он сказал на какой-то из европейских конференций: даже если бы Крым не вплыл в российскую гавань, даже если бы не было этого референдума, волеизъявления народа быть в России, быть с Россией, все равно наложили бы по полной козьего горошка, конской халы, знаете, такой хлеб хала, в том западном мире наложили бы санкции по полной, потому что не Крым виноват, но виновато иное. Умом Россию не понять, аршином общем не измерить. У нее особенная стать, в Россию можно только верить. И то, что мы держимся, придерживаемся библейской основы бытия, нравственной основы библейской: не прелюбодействуй, не укради, чти отца и матерь твою. Да, конечно, правонарушение есть, и каждый может согрешить, но мы хорошее называем хорошим, а плохое плохим. И то, что Россия зиждется на фундаменте христианской нравственности, вот этого нам и не прощают. Вот это и вызывает какое-то беснование. А заодно и дело Скрипалей. Я рад вам сообщить, дорогие товарищи, что Скрипаль, позавчера это в новостях, я прочитал, уже бегает по маршруту для сердечников в Гайд-парке. Вот. Британские спецслужбы как-то придушили его, ну и отпустили вовремя.
Кстати, хороший пример для молодежи — перебежчики. Они были и во время Тушинской осады, Кремля, Тушинский вор, Лжедмитрий. И всегда предатели и перебежчики, они не пользуются уважением ни здесь, ни там. Ну, я думаю, что для предисловия достаточно. Наша с вами встреча именуется через тернии к звездам, per aspera ad astra. Я думаю, судя, что у нас здесь какая-то интерактивная онлайн, мы общаемся теперь, по-моему, с телезрителями 5 континентов. Форма общения, наверное, было бы неплохо. И какие-нибудь записочки сюда. Your questions. Мы, наркомпросы, отвечаем на вопросы. Единственное, что я должен предупредить тех, кто не виртуально, а реально будет писать записочки, что я учитель русского языка и литературы 36-летним стажем. Поэтому лучше писать анонимно. Меньше сраму будет. И давайте вспоминать на ходу, не с глаголом пишу раздельно, не с полным прилагательным пишу слитно. Если вздумается причастный оборот вам написать, и если он стоит в препозиции, то есть перед определяемым словом, запятой не нужно. Например, охрипший от непрестанного вещания батюшка медленно осел на пол. Запятой нет, только точка. И шутки шутками, но вопросы всегда углубляют монолог и дают нам полноту этого общения. Хотя признаюсь, что последняя моя ремарка, что мой такой странноватый немножко стиль вещания внутренне диалогичен. Дело в том, что живое слово предполагает отклик человеческих сердец. И говоря, что в искусстве общения с аудиторией самое главное – почувствовать пульсацию и ритм, и сокровенные движения мысли. А для чего вот я сейчас болтал по моему внутреннему хронометру 18 минут? Болтал только для того, чтобы встроиться. Это называется у молодежи Bluetooth. Встроиться, интегрироваться в аудиторию и таким образом настроить свою душу на любовь. Маленький оркестр. И в присутствии батюшек сначала мне было, честно говоря, страшно, потому что батюшки — это самые строгие судьи, это как бы члены Афинского ареопага. Но потом я почувствовал, что от них исходит какая-то такая светлая пульсация. Как бы батюшки говорят: Артемий, давай, рожай, дави. И вот этот первый страх прошел, и мы с вами начинаем раскрывать нашу тему. Записочки, как светлые белые голуби, потихонечку пусть сюда к нам идут. Я постараюсь совмещать монолог и диалог. Итак, тема-то у нас была самая, что ни на есть, возвышенная и лирическая, потому что речь идет о семье, о любви, о семейном укладе, о том, как не выгореть. Различаем загореть и выгореть. О том, как не потерять эту жар-птицу человеческого счастья. А то ведь начинаем на мажоре, а кончаем глубоким минором зачастую. Жизнь прожить, не поле перейти, говорят. Начинаем за здравие, а заканчиваем за упокой. Или как в детском присловии: идет бычок, качается, шатаясь на ходу, ой, жизнь моя кончается, сейчас я упаду. А нам нужно
с вами дойти до победного конца. Нам необходимо стяжевать, то есть обретать венцы. Мы племя победоносное. И я имею в виду не новую историческую общность, советский народ. Там много было хорошего. Но христианский род, который запечатлен искрой Святого Духа, и я всегда черпаю вдохновение для общения с людьми в Священном Писании. Там так сказано замечательно. Сам Господь говорит: дерзайте, ибо я победил мир. Мир, то есть всю совокупность человеческих страстей и грехов. Вера наша, свидетельствует Иоанн Богослов, есть победа, победившая мир. Какие мажорные слова. А день-то сегодня святитель, чудотворец Николай. Он олимпиец, он действительно в радости и благодарности совершил свой земной путь, и само имя его уже отзывается каким-то мажором в человеческой душе. Выступая сегодня в школе славного города Сыктывкара, я детям напомнил о том, кто для нас Николай Чудотворец. Говорит: друзья, кто мне скажет, в каком веке жил Николай Чудотворец, вот подарки, там вот книжки вас ждут. Я прямо раздаю широкой рукой. Не бойтесь, высказывайтесь. Ну, начали с 19 века, явно Николай Чудотворец, ну, с 21 столетия. Потом спустились в позднее Средневековье, в 13 век. Действительно, Николай Чудотворец современник и Александра Невского, 1240 какой-то год. Битва на Чудском озере. Затем пришли в домонгольскую Русь, ну и добрались, наконец, до 4 столетия, когда святитель Николай радовал своим взором паству в мирах ликийских. Итак, мы с вами по назначению, по Божьему определению оптимисты, бодрячки. И если вы меня бы спросили: батюшка, вот ты взял такую сложную тему, семейная жизнь, любовь, а ты сам-то счастлив? Ты сам-то доволен своим жребием? Вы знаете, разное было. Тяжелый крест, который я взвалил сам на свои плечи, двойной. Первое. Моя супруга красивейшая женщина Европы. Я уже рассказывал это в Сыктывкаре. Когда мы с ней гуляем по Невскому проспекту, она любит Санкт-Петербург, и парки московские, вокруг замирает жизнь. Кошки останавливаются. Соловьи прекращают свои трели. Не решаются в присутствии мамочки. Милиционеры перестают регулировать потоки трафика. А самое противное, мужчины оборачиваются. Я им говорю: что вы зыркаете, идите своей дорогой. А матушка говорит: хотят посмотреть, пусть смотрят. Ну а второе. Матушка у меня директор школы. Я прошу вас, не женитесь на директрисе. Ну, только сильные натуры могут это вынести. Почему? Потому что матушка мыслит приказами. Хороший директор, он мотивирован. У него каждый день аврал. Все изучают технику противопожарной безопасности, а завтра все изучают процессуальный кодекс трудовой, а послезавтра готовимся принимать санэпидемстанцию, это хуже Батыя. И вся страна, я, ты, он, она, под ружье, шагом марш. А мы же все-таки люди. И матушка ребро, а я голова.
А с другой стороны, матушка директор, а я подчиненная ей штатная единица. И вот мы разбирались с матушкой 36 лет, вот эти диагонали, иерархические, субординационные недоразумения. И полгода тому назад моя супруга, самый строгий критик в мире. Никогда у меня не было опасности впасть в самообольщение. Никогда не болел болезнью левизны в коммунизме. Никогда я не успокаивался на достигнутом. Потому что сколько не выходило книг, они там все 70 наименований сегодня. Сколько не выступал в телеканале «Спас», это вообще сейчас новое измерение, потому что теперь друзья, вся Россия. Придешь домой, матушка, вместо того, чтобы сказать: ой, отец Артемий, как было радостно, как было интересно, говорит: почему ты смотрел на Веронику? Когда она задавала вопрос: матушка, так мне сказал режиссер, если отвечаешь на вопрос, ты смотришь камеру номер 2, если вопрос идет из телевизора в камеру номер 4, а когда Вероника, такая блондиночка, я должен смотреть на нее. Нет, ты не должен. Ты должен смотреть на меня. Матушка, в следующем телеэфире я сделаю коррекции необходимые. И вот все время живешь в напряжении. А почему так матушка говорит? Любит. Я думаю, что это сигнал от нее. Если бы была равнодушна, то и замечаний бы не делала. Между прочим, так и в семье часто. Маме больше всех нужно, она ребенку делает замечания, а папа плывет по течению и отбояривается какими-то подарочками. А маме нужно, чтобы ребенок развивался, чтобы он исправлялся. И поэтому маме очень нелегко. Ей нужно научить неприятные вещи говорить с приятностью. Так вот, представьте себе, что полгода тому назад матушка обратилась ко мне со словами: отец Артемий, я хочу сказать вам очень важные слова. Я думаю, вроде не 25 число, я сдаю матушке жалование, потому что ну зачем мне деньги? Ну зачем мне деньги, когда нас батюшек стараются везде кормить? В сык-тык в каре я уже привык обедать 3 раза, не считая ужина и 2 завтраков. Вроде бы не 25 число. Матушка говорит: нет, не нужно о земном, это будет завтра. Я хочу сказать тебе, что ты состоялся как муж и как священник. Я говорю: что? Потому что до этого была только критика. Здоровая критика. Может быть, нездоровая. Матушка, ты находишься сейчас в ясной памяти и трезвом уме? Да, Артемий, ты состоялся как муж и как священник, благодаря мне. И поэтому у меня такое солнечное, жизнеутверждающее состояние духа, что я готов развивать дальше тему, которую сегодня выбрал. Итак, через тернии к звездам. В чем же кроется причина неудач, драм, трагедий, оскудения, любви, потери того вдохновения? Лети к нам тихий вечер на мирные поля. Вот этот ветерок – это образ вдохновения, именуемого влюбленностью. Почему не удается лампаду единомыслия, взаимопонимания, нежности донести тропой бескорыстной любви до победы? Разные, конечно, обстоятельства. Все люди уникальны, неповторимы. У каждого из нас своя траектория движения, своя судьба.
При этом не будем слово «судьба» путать с фортуной, какой-то кармой, потому что судьбы Божьи, наша судьба в руках Творца. Он, Господь, нас видит, слышит, любит, дает нам импульс, силы к тому, чтобы идти дорогой чести и добра. Но по-разному мы распоряжаемся даже природными нашими дарованиями, часто подтачиваем свои собственные силы, рубим сук, на котором сидим. Ну, об этом мы сейчас поговорим. Я надеюсь, что и ваши вопросы мне помогут. Да. Но есть у меня вот на склоне лет все-таки 87 прожитых лет. Это не пустяк, не фунт изюма. Да. Бодрячком держусь, но сейчас, например, у меня в конце трудового дня режим называется автопилот. То есть я сейчас, как пожилой человек, сплю, но работаю и расходую уже заготовленные материалы. Нахожусь сейчас в анабиозе, таком сонном состоянии, хотя жестикулирую и говорю, и ловлю чьи-то взгляды, шучу, но это просто хорошо отработанная моторика. Я сейчас отдыхаю. И к какому же выводу я пришел на склоне своих лет? Мне кажется, что я больна не вами. Мне кажется, креститься надо, батюшка, когда кажется. Мне кажется, что тайна человеческой жизни заключается не только в промысле Создателя, то есть Господь сделал все необходимое и достаточное, чтобы мы были счастливы. Он простирает нам руки своей небесной высоты. Но тайна жизни заключается еще в той мере, в какой мере мы отвечаем нашему Создателю на его божественный импульс. В таинстве крещения, кстати, эта искра начинает ярко сиять в человеческом сердце. В какой мере мы отвечаем на божественную любовь, в какой мере наша активная жизненная позиция соответствует Божьему намерению и чаянию. Вспомнилось мне, как мы с матушкой были в Италии, в вечном городе Риме, и, конечно, пошли в музей Ватикана, конечно, пошли в Сикстинскую капеллу, где Микеланджело свои создавал фрески. И вы знаете, вот моя супруга какая. Представь себе, 1 миллион народу, взад-вперед, японцы, финны, чехи, говор какой-то стоит, шумовая завеса. Матушка русская душою дошла до той фрески, где изображен Творец, простирающий десницу Адаму. И телефон Nokia использовал этот жест, где встречаются 2 руки. И у меня супруга образованная, она училась в школе с французским уклоном, шпрехает по-французски прекрасно. Когда Листьев Влад на заре моей пасторской жизни в 90-х годах спрашивал в программе «Час пик», а вы, батюшка, с матушкой ругаетесь? Я говорю, да, только по-французски. И у него очки прямо так раз на лоб. И подтяжка одна лопнула. Он не ожидал такого ответа. И вот матушка у меня образованная, история искусств знает, хорошо, училась чему-нибудь и как-нибудь, еще при той старой добротной системе образования, и дошла до этой фрески, подняла взор, где Создатель свою руку протягивает, как бы мы сказали, выпростал длань, то есть протянул руку,
навстречу Адаму, который, пробудившись от сна, своему Творцу, как дитя чистое, доверием тянет собственную десницу. И матушка, видимо, настолько впечатлена была этим шедевром, что для нее перестали существовать все эти японцы, голландцы, американцы. Она ушла в свой какой-то мир, и я увидел еще, как слезка у нее появилась и медленно по щечке стекает. Ну, я виду не подал, но, конечно, удивился. Думаю, вот русская душа. Так, чтобы вот умилиться этому шедевру и думать о чем-то своем, о тайне соприкосновения божественного промысла и человеческой воли, человеческим мыслям и молитве. Нет, не ошибся я в выборе, хоть и директор она школы, и хоть и самая красивая женщина в Европе. Мы сейчас говорим о том, что драмы, трагедии, какие-то несбывшиеся мечты, разочарования случаются по многим причинам. Но главную я вижу вот в чем. Человек – это перпетуум мобиле, которого до сих пор не открыли ученые. Вечный двигатель. Наша душа никогда не спит, тело спит, а душа всегда бодрствует. Человек, в которого Бог вложил свой бессмертный образ, проявляет три силы души: ум, чувство и волю. И, соответственно, человек – это существо мыслящее, чувствующее, как Пушкин говорил, на то рожден я, чтобы мыслить и страдать. И волящее, произволящее, действующее. И в каждого из нас Бог вложил эту потенцию, эту энергию, которую мы должны использовать на созидание. Как Бог создал этот мир, так каждый из нас тоже творит определенную мир, атмосферу, созидает или разрушает. Это, по-моему, всем очевидно. Так я пришел сейчас к такому убеждению. I'm sorry. Выбираешь ли ты путь безбрачия, а есть два призвания: высшее – это иночество. Дева Мария прошла стопами легкими, как сон, этим путем сохранения девства и служения человеческому роду. Бывает, впрочем, безбрачие вынужденное, потому что придется о больном поговорить. Потому что настолько идеал семейной жизни сейчас выветрился из голов и сердец, что многие девушки и дамы... Кстати, у меня есть теория, у женщин есть только 3 возрастных категории. Не знаю, батюшка, сочтете ли нужно это записать или нет, но есть юные создания. Ну, может быть, где-то прячется тут юное создание, школьники, студенты. Есть молодая дама, и не нужно спрашивать, сколько именно, где порог этой молодости. Это все зависит от тебя самого, от тебя самой. И есть дама среднего молодого возраста. Больше ничего нет. И безбрачие бывает поневоле, потому что я удивляюсь, это, наверное, самый больной для нас, пастырей, вопрос. Девушки милые, образованные, с мечтой о семье, об идеале семейной жизни, мотивированные будущие мамы. То есть они понимают, что любовь и материнство – это знак равенства. Любовь и отцовство – вещи нераздельные. И при этом в многотысячных городах, как в пустыне, я спросил у месяца,
где моя любимая. Мужчины тоже примерно в таком состоянии. Хотя мне больше как-то, я больше на стороне женщин. Даже в рекламе, сегодня у нас была пресс-конференция, сказано, отец Артемий, такой московский страус, член Патриаршей комиссии защиты материнства и детства, в общем, за женщину я. Вот, да. Ну, как говорил афроамериканский друг, ненавижу негров. Я шучу, конечно, в чем-то, но уж очень обидно бывает, что она не видит принцип в своей жизни, а те, кто к ней подходит, не принцип, а определение. Потому что то, что сегодня многие лица мужского пола предлагают, причем предлагают прямо с первого раза, насколько неприемлемо для девушки воспитанной, нравственной. И, похоже, Федор Михайлович Достоевский все-таки был пророком, который говорил о том, что если христианское самосознание улетучится из сердец соотечественников, то Россия превратится в одно какое-то совокупляющееся стадо. Я, правда, все равно верю, что наша матушка Россия во тьму не канет, но у меня очень большая озабоченность относительно грядущего. Хорошо выделить 1,5 триллиона на сферу образования, но тут триллионами не отделаешься. Конечно, дай бог, не своруют, не распилят, но сегодня мы, родители, мы, священники, мы, учителя, должны 7 потов спустить, только бы выпустить в 11 классе девственных абитуриентов. И это главный критерий того, что ты своим делом занимался как классный руководитель. Ну, не от нас все зависит, но мне кажется, педагог сегодня это просто дамку, который должен вырвать из клетки сердечной, сердце, так поднять его и указать путь чести, верности, целомудрия. И еще своим примером проповедовать «делай, как я», супружеской верности. Ну, мы еще к этому вернемся. А я напомню вам, что душа человеческая перпетуум мобиле, и Бог даровал нам некоторые естественные силы. Он даровал нам заповедь 6 дней делай дела твои. То есть праздность и пассивное, апатичное поведение, гиподинамия, такое состояние, знаете ли, выпадения в осадок перед своим айпадом, когда в 3 погибели ты склоняешься, уже абстрагировался от окружающего мира, уже помойное ведро вынести, это недостижимая добродетель для тебя, если живешь на 1-м этаже. И такой застой молодой крови, такая произвольная обездвиженность, праздность при каких-то виртуальных путешествиях, конечно, дело противоестественное. Есть вынужденное безбрачие. Я, батюшка, и не против принца, но покажите мне этого принца, чтобы я могла ему доверить лилию благоуханную своей души. Кстати, батюшки, это хороший банк данных, это не брачное агентство, но священники, которые общаются с людьми, про них пели бременские музыканты, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла, лишь бы батюшка не слишком переоценивал свои роли в устроении человеческих судеб. Батюшка — это не свадьба бабы Бариха, а это просто подсказчик. Вот в свое время я встретил не батюшку, а правнука Льва Николаевича Толстого, этнографа, слависта
член-корреспондента Академии наук Никиты Ильича Толстого, профессора филологии, который у нас в университете ходил с перстнем фамильным, перстнем, с таким, с тростью фамильной, с бородой седой. Был, в отличие от Льва Николаевича, он православным христианином по жизни. И как он принимал зачеты. Это просто сказка. Девушки какие-то жмутся у коридора, у стеночки. Они прогуляли весь спецсеминар, а зачет-то надо получить. Подходят к нашему любимому научному руководителю. У нас был один руководитель с матушкой, как раз Никита Ильич Толстой. Он и говорит: деточка, что вы так волнуетесь? Никита Ильич, дело в том, что мне нужно срочно получить зачет. Ну вы представьте сначала, как вас зовут? Алина. Алина? Малина? А в крещении как? Наверное, Елена. Ну что же, милая Елена, давайте познакомимся. Простирает мне руку. Давайте я вам покажу. Вот вы, Алина, я Никита Ильич Толстой. Вы очень так активно работаете на уроке. Вот, видите, пожалуйста, да. А, вот сюда. Сейчас тут нам покажу. Ага. Да, давайте познакомимся. Вы как-то слишком уверенно даете. Она у вас должна так дрожать чуть-чуть. Значит, вы даете мне руку. Никита Ильич Толстой, 2-метрового роста, такой богатырь, склоняется к дяде Степа и целует ручку студентке. Притом не так вот, а воздушно. Благодарю, вы пели не слугало. А воздушно. И вы знаете, он пробуждал в девушках чувство собственного достоинства, девичьей стати, потому что такое галантное рыцарское обхождение на дороге не валяется. И Никита Ильич Толстой мне, такому голышу, какому-то желторотому птенцу, очень много важного сказал и рассказал. И иногда он говорил: Артемий, не нужно лениться. Духовной академии нужны образованные филологи. А я даже не понимал, что такое за академия духовная. А кто знал, что это пророчество? Я же там 10 лет преподавал впоследствии. И затем, укорив меня, что я не написал главу для диплома, он говорил: Артемий, вот вы обратите внимание на Леночку. А это как раз моя судьба. Обратите внимание на Леночку. У нее все получается вовремя. И она, и чуть-чуть я с вашей половиной прикрою. И она, подождите, да. Вот так. И она, как и вы, ходит в воскресенье в храм. А потом обнаружилось, что Леночка, он говорил: Леночка, вы обратите внимание на Тёмочку. Мальчик хороший, не забудила. И вот он нас так сосватал. Хотя мы обратили внимание друг на друга так уже серьезно в период написания диплома. И батюшка в этом смысле должен очень тактично, не должен, а может, очень тактично как-то вот намекнуть: Маша, а вы приглядитесь к тому прихожанину, который стоит при входе в храм справа, молодой человек. Но я ничего не знаю о нем. Просто, может быть, познакомиться вам. И действительно часто судьбы соприкасаются, судьбы скрещения. Но вернемся к основной моей мысли. Человек проявляет себя в умственных способностях, в волевых движениях, в чувствах. И
Независимо от того, выбираешь ли ты путь безбрачия, произвольно или вынужденно, или ты вступил на стезю семейной жизни, а нас часто спрашивают: батюшка, to be or not to be, жениться или не жениться? Что бы ты ни выбрал, зайчик мой, от тебя требуется одно. Если ты хочешь быть счастливым под этой луной, ты должен искриться энергией, как бенгальский огонек. Ты должен быть как карбид. Ну, вы, девочки, не знаете, а мы, мальчики, взрывали в свое время этот карбид. Его бросаете в лужу, он там шипит. И прямо пузырится все. Должно быть солнышком по жизни. И если она, жизнь, тебя не научит быть таким светлячком, тебе везде будет худо, что бы ты ни выбрал. И также дело обстоит и в призвании. Вы не апеллируйте к публике, со мной лучше общайтесь, хорошо? А то вы там, слышала? Давай. Вот. Мы с вами общаемся. Да, и в призвании, и в профессии, и в любимом деле. Если ты спустя рукава для галочки, для интернет-информации, сейчас народ немножко сдвинулся в Фейсбуке, вот я позавтракала, вот я навела мейкап, макияж, слава богу, еще не отчитывается по маленькому, по большому они хотели. Анекдот просто. Но главное, это действительно потенциал, который мы должны накопить в детские, в девичьи, в юношеские годы. И этот потенциал, наверное, такой многосоставной. Это и желание служить. Самая, мне кажется, продуктивная идея в воспитании. Приучите ребенка к мысли, что он счастлив будет в служении. Служить он будет рад, а не обслуживать собственные страстишки. И если ты осознаешь себя как служащий маме, папе, братьям, сестрам, коллективу школьному, в котором ты общаешься, а потом, глядишь, дорастешь до понимания, что счастье в служении Отечеству, где родился, там и пригодился. Молодые кипящие силы нужно направить в созидательное русло. Если есть такая мотивация, а по существу она соответствует нравственному смыслу жизни, любовь отдает. Что ты спрятал, то пропало, что ты отдал, то твое. Любовь – это жертвенно. Любовь жертвенна по природе своей. Кстати, эталон Христос. Он пришел в этот мир, чтобы послужить и отдать душу свою во искупление многих. И вот эта открытость навстречу жизни, миру, людям, ощущение себя должником, а не кредитором. Апостол Павел говорит: я всем должен. И он был должен словом проповедания. Нельзя превращаться в Украину. А Украина находится в таком странном положении только по одной причине. Она привыкла, что и все должны по определению. Вот она со своей многовекторностью, и Россия, Рашка, ей должна. И Запад ей поможет. Вход в ЕС, безвизовое пространство. И вот эта настроенность на потребление делает человека идиотом. Потому что он перестает нравственно развиваться, он какой-то юзер, а где юзер, там и лузер. Он не умеет отдавать, он не знает, что счастье в любви. Думает, что счастье в том, чтобы прихватизировать одно, второе, третье, пятое, ставить себя в центр вселенной. А еще братья Стругацкие написали произведение «Трудно быть Богом», а мы бы добавили: даже невозможно. Нельзя поставлять себя
центр Вселенной, быть пупом Земли. Но мы призваны отдавать. И вы знаете, когда батюшки совершают венчание, а в нем все символично, вот даешь свечу жениху и невесте. Вчера так получилось, что неожиданно мы одну пару повенчали. Всык-тык. Кари. Они уже и 2 деток нажили миленьких, и такие дружные. Одного им не доставало — освящения земной любви, энергии Святого Духа. И вот даешь свечу в руки невесты и жениха, и говоришь: светить всегда, светить везде. Вот лозунг твой, солнце. Вот она, любовь. Распространяй свет и тепло, а сама умоляйся. Свеча горела на столе, свеча горела. Потихонечку она тает, но обогащает пространство светом и теплом. Если бы такую установку мы внушили нашим детям, они просто были бы счастливы уже в группе продленного дня. Но это входит, по-моему, только с возрастом, и то не во всякого. И давайте поближе к делу все-таки поговорим о земной любви. Влюбленность. Некоторые называли влюбленность болезнью. Отец христианской психологии Феофан Затворник, а его книжка «Что такое духовная жизнь и как на нее настраиваться», маленькая книжица, это лучшее пособие по христианской антропологии. Кто ты, каковы твои душевные силы, каково в тебе действие духа высшего состава души, каковы телесные отправления, как гармонизировать с Божьей помощью эту иерархию, дух, душа и тело. Эта книжка написана в жанре писем девицы дворянского происхождения. Феофан Затворник назвал влюбленность болезнью в том смысле, что очень часто Ромео идеализирует свою Джульетту и невольно, почитая ее верхом всех совершенств, притягивается к ней душой и телом, почитает ее источником своего бытия, кумиром, обладание которым сделает тебя счастливым. Но сердце человеческое, едва лишь только оно прилепляется без остатка к чему-то земному, ограниченному, начинает страдать. Потому что правильное устроение души – это прилепленность к Создателю. И в свете божественной любви я могу правильно воспринимать свою матушку, как она не прекрасна, как она не исполняет свои директорские обязанности. Матушка – человек, и ничто человеческое ей не чуждо. И поэтому мудрая любовь, она видит не только достоинства, но и недостатки, не только плюсы, но и минусы. Но за минусы не казнит, а за плюсы Бога благодарит. И это, пожалуй, только христианам православным дано правильно выстроить взаимные отношения и не согрешать вот этим идолопоклонством в любви, но воспринимать любимого человека как Божий дар. Я помню чудное мгновение передо мной. Явилась ты, как долгожданное видение, как чести, красоты. Как представитель нашей зырянской красоты. И вот вместе с тем, мне кажется, влюбленность, если это серьезно, какое-то удивительное состояние. Оно производит метаморфозы, изменения в тех, кто влюблен. Например, юноши начинают сами стирать свои носки. Если до этого носки складировались под кроватью, как какие-то раритетные артефакты, при этом стоят носки, пылью как-то потихонечку обволакиваются, то тут он начинает заботиться о чистоте ногтей, удаляется вечный траур,
из-под ногтей. Он старается смотреть на себя со стороны, как я выгляжу. А говорят, что основа психического здоровья уметь смотреть на себя со стороны, а второе слагаемое психическое здоровье – самоирония, умение слегка над собой подшутить. Если этого нет, то развиваются какие-то комплексы, худшие из которых мания величия. И влюбленный человек изменяет свое отношение к слову. Если раньше он пек вот эти блинчики, я не хочу сейчас воспроизводить, в устах священника это всегда шокирует. Блин, что я здесь, блин, забыл, блин. То человек, полюбивший, он мыслит иначе, он подыскивает какие-то суффиксы уменьшительно-ласкательные. Говорит юноша, такой Геккельберри-Финн: Маша, я хочу сказать тебе самые важные слова на свете. Маша, ты девушка моей мечты. Она спрашивает: а сколько у тебя было до меня мечт? То, что было, было несерьезно. Я вижу, я понял теперь, что ты моя судьба. Какие-то новые выражения воспоминаются с грехом пополам прочитанные литературные произведения. Иногда чужие поэтические перлы выдаются за свои. Чего там только там не бывает. Остановись, мгновенье. Каждое мгновение прекрасно. А некоторые говорят, что такое счастье? Счастье трудно определить, каждый его понимает по-разному, но если ты счастлив, то каждое мгновение, проживаемое тобою, значительно. Ты в малом видишь великое. Ты хотел бы остановить это мгновение. И вы знаете, необходимо вспоминать. И если ты был когда-то влюблен, 40 лет спустя, необходимо вспоминать, как вы сидели на скамейке, падали листья, красные кисти, рябины, молчали, ничего не говорили и ощущали какую-то полноту. Единение душ. Это на дороге такое не валяется. А посмотрите за влюбленными. Они обладают такой предупредительностью, тактичностью, деликатностью, способностью опережать желание любимого человека, что диву даешься. Над собой надо лет 30 работать, чтобы усвоить себе это состояние. Говорят, что самое таинственное лицо русской литературы – это старик из сказки «Золотая рыбка». Действительно, полюбил он ее когда-то, подарил ей корыто, может быть, сработанное собственноручно, приняла благосклонно она корыто, и жили они у самого синего моря, и первые 25 лет своей жизни встречали восходы, провожали закаты, смотрели, как горный орел бороздит небосвод, смотрели, как светило опускается за горизонт. А потом начались сложности, кризис среднего возраста. Давайте о мужчинах сначала поговорим. Ах, они проказники. Действительно, 40-45 лет – это совершенно особая возрастная фаза у мужчины. У меня есть теория, что мужчина – это простейшая одноклеточница. И поэтому всякая умная женушка должна изучить путем химических эндотермических реакций поведенческие модели, и рекомендую обратиться в магазин «Рыболов-спортсмен» и купить там сейчас такие замечательные есть поводочки.
Знаете, как вот спиннинг. Вот. Нацепили ему этот поводочек, да, и выгуливайте мужа обязательно. Желательно 2 раза в день, хотя бы 1 раз в день. Он, милый, бежит куда-то, вы отпускаете спиннинг, вот, а потом начинаете подтягивать. Вот сначала он артачится, ему и говорит, ой, это сладкое слово свобода. А потом понимает осознанная необходимость. И вот он к ноге, вот, и контроль и учет, говорил великий Ленин. Доверяй да проверяй. Я вам сейчас все расскажу. В онлайн. Однажды такая есть певица Светлана Копылова. Доезжала до вас, наверное. Она у нас в храме молится, как обычная прихожанка. И говорит, отец Артемий, хоть вы мой духовный отец, и я везде о вас пою. Ну, эта песня вообще о духовных отцах. Давайте-ка я вам такое сделаю предложение. Я получил приглашение в Кёльн на съезд молодежи. Я там буду петь. А давайте я вашу кандидатуру предложу, чтобы вы прочитали там доклад. Мы 3 дня пробудем в Кёльне, а так как я не имею возможности с вами по-человечески поговорить, все-таки в СМС-ке всего не напишешь. Я вам предлагаю еще 2 дня съездить в Канны на побережье Лазурного берега. Мои поклонники, у нее 1 миллион поклонников, кто почитает ее дар такой барда. Мне предложили номер в отеле Карлстон. А я моим поклонникам скажу, что еще 1 номер. Ну что им, плюс-минус, для моего престарелого духовного отца. А они готовы на все, лишь бы мне было хорошо. Принимайте приглашение, а я вас научу есть устрицы. И заодно хоть по-человечески поговорю с вами, поделюсь с вами. Я же мать, я супруга, у меня многое наболело. Хоть вы не будете никуда торопиться, а то я хочу с вами поговорить, а вы говорите, я улетаю в Сыктывкар. Либо я улетаю в Сыктывкар. Ты уезжаешь, я остаюсь. Я говорю, ну, предложение, конечно, заманчивое. Молодежь, все и не втерпешь. Я с удовольствием скажу слово, но еще 2 дня, как мне надолго оставить свой храм? Ну, спрошу у матушки. Ну, надо правильно спросить у матушки, если она директор школы. Спросить как-то в общем, без конкретизации. Потому что директор, он все рубит в капусту, все инициативы педагога. А давайте я организую кружок по вязанию крючками для мальчиков. Батюшка, ты что, сбрендил? И зная, что матушка критична, я говорю, матушка, вот есть предложение Светланы Копыловой, мне участвовать в молодежном таком форуме православной молодежи. Не 5 вернуться. Как ты смотришь на это? Ну, хорошо. В duty free не посмотришь. Мадам Диор, Шанель, ну, посмотрю, матушка, ты мне только напиши все это. Я же не понимаю в этих ароматах. Шляпку мне приобретешь. А под шляпку я как раз думаю о пальто. Матушка, ну что же. Кстати, директор должен всегда при параде с иголочкой одет. Директор – это эталон для учителей, а учитель – это эталон для школьников.
Учитель – это не частный человек, это фигура публичная. Учителя смотрят на него десятки пар глаз. Он должен быть всегда ком иль фо, как подобает. Я говорю: матушка, не извольте беспокоиться, все я постараюсь привести. Ну хорошо, возвращайся поскорее, батюшка. Бог да благословит тебя. Едем мы в Санкцию, я получил, визу получил. Молодежь прекрасная, кстати, русскоязычная молодежь, очень глубокая, философские, богословские вопросы. И 2 дня пролетели, 3 дня незаметно, остается еще 2 дня. Батюшка, говорит: Светлана, нам важно не опоздать. Какой-то там рейс чартерный. Прилетели в Канны. И располагаемся в этом отеле Карлстон. Номер, друзья мои, ну, там один туалет такой, что можно заблудиться. Все сверкает, зеркала, мрамор. Не знаю, это интересная тема? Это самое интересное. Да. Ну, что меня сразу поразило, стоит у стеклянных дверей просто дядя Том, без хижин только, афроамериканский друг, в цилиндре, в ливрее, настоящий. Нельзя говорить негр, это оскорбление. Афроамериканский товарищ. И он открывает вам дверь, и когда наши чемоданчики таксист вынул, я, естественно, как постсоветская сущность, беру свой чемодан, чтобы внести. Все мое ношу с собой. У Светланы глаза в кучку, она шипит: батюшка, бросьте чемодан, не позорьте меня. Что такое? Мне нужно было, наверное, и ваш взять. Батюшка, что вы с вашими руками делаете? Стойте спокойно. Это все сделают за нас, потому что 7 звезд. И тут еще, как Мурины, набегают вот эти смыта афроамериканские друзья. И ваш чемодан. Я говорю: куда? Говорит: не беспокойтесь, батюшка. Вы войдете в номер, чемодан там будет уже лежать. А точно не перепутают, не залезут. Мурины все-таки. Отец Артемий, из какой деревни вы приехали? Как у нас говорят в Москве, девушка может выехать из деревни, но деревня не выйдет из девушки. Да, а зачем я все это рассказываю? А я говорю это о том, что никогда муж не должен думать о том, что от супруги его что-то можно сокрыть. Нужно говорить правду и только правду, желательно в полном объеме, и даже больше, чем полный объем, потому что супруга – это детектор истины. Супруга – это дополнительный 9-й архангел. Супруга мысли твои, муженек, знает наперед. Супруга все чувствует. Супруга – это не Кашпировский и не Чумак, а это все взятые вместе экстрасенсы. И вот какие-то Роллс-Ройсы, Мерседесы останавливаются. Старушки выходят с кудряшками. Из заднего сиденья баллоночка на руки идет Мурину, потому что там баллонки для них парикмахерские есть, кладбище, дворцы бракосочетаний. Европа живет какой-то удивительной жизнью, там животные впереди человека. Я все это созерцаю с удивлением, как, наверное, Афанасий Никитин, ходивший за 3 моря. И на следующий день мы идем по Лазурному берегу. Тут красная вот эта дорожка Каннского фестиваля. Она говорит: батюшка, вы сейчас меня сфотографируете для моих поклонников. Я говорю: да я плохо с техникой общаюсь. Ну вот вам, нажимаете вот сюда, на эту кругленькую меточку камера. Вот, а я сейчас тут похожу. Ну, я чувствую, надо. Все-таки привезли меня в Европу.
Мне тоже захотелось походить по этой дорожке. Он говорит, батюшка, вам не положено. Не надо. Да, устрицы первый раз в жизни. Я соприкоснулся с устрицами. Рассказываю, это такая хитиновая блюдечко такое хитиновое. И там плавает какая-то неуютная жидкая лунность. Светлана говорит, батюшка, лимончиком сбрызните, и она зашевелится. Я сбрызгиваю лимончиком, и она начинает шевелиться. А теперь, говорит, выпивайте ее. Как? Живо? А можно сначала прикончить? Вот, я не могу. Живой организм. Она говорит, какой же вы, отец Артемий, неандерталец? Смотрите. Ну, я преодолел эти психологические преграды. Устрицы пошли. Первый пошел, второй пошел, третий пошел. Должен сказать, что к устрицам идет белое вино. Белое вино, оно подается прохладным, чтобы капельки были на бутылке такой росы. Провожаю ее сиятельство в этот отель Карлтон. У меня был белый подрясник, шерстяная кофта и белая шляпа с полями. Светлана говорит, я устал, я иду отдыхать. Я говорю, а я подышу, потому что батюшки наблюдают за жизнью во всех ее проявлениях. Посмотрю на окрестности. И мне казалось, что только Бог и я, и какая-то незнакомая, изящная амбианс, то есть окружающая среда. Но была еще и матушка. Как это получилось? В 15 метрах от отеля Карлтон, будете в Каннах, посмотрите, что я не вру. Ездит такой вагончик с туристами. И вот пока я стоял и просто размышлял о том, как прекрасен этот мир, поехал вагончик с туристами. И в этом вагончике сидела лучшая подруга моей матушки. Зовут ее Людочка. Они учились вместе в школе. Людочка уже давно переселилась куда-то в Ирландию. У нее родился сынуля. Сынуля поступил в математический колледж, достигший зрелости 16 лет. Мальчик получил от мамы подарок. Поездка в Париж и Канны. Мальчик Пашенька, такой хомячок, упитанный на фастфудах. И сидел рядом с мамой. Людочка меня, она еще в ЗАГСе с нами была. И я для нее просто даже не Артемий, а Артемий. Ну так она меня обзывает. И я не гневаюсь. Артемий, значит Артемий. И, ну, чем еще Людочка замечательна? Она беседует с матушкой по телефону. Часа 4,5. Если мы вдруг с матушкой оказываемся за границей, матушка сначала свой телефон сажает, потом мой. Я говорю, матушка, мне нужен телефон для связи с патриархией. Захотят, найдут. Мне сейчас, Людочка, нужно обсудить тему важную. Матушка, я прошу тебя, уложись в 3 минуты. Как получится. Матушка никогда не врет. И садится телефон. Да. Ну что ты, батюшка, я лечу тебя от страсти и сребролюбия. Научись отдавать. Я буду верить твоим проповедям только тогда, когда в личной жизни ты проявишь бессеребренничество. Ну что я могу тут ответить? Машешь рукой, не махаешь, а машешь рукой и отдаешься полностью Божию. Людочка едет на вагончике со своим ниф-нифом, смотрит в бинокль на этот отель Карлстон. А экскурсовод говорит, вы даже не представляете себе, какой отель мы сейчас проезжаем. Нога смертного человека туда не ступала. Вот посмотрите на окно во 2-м этаже справа. Этот номер навечно закреплен за Мерилин Монро. Она провела там 5 часов. А вот 3-й этаж слева
Это номер Майкла Джексона. Если вы хотите остановиться в этом номере, вы платите дополнительные 5000 евро. Все смотрят на этот отель в ожидании Мэрилин Монро и Майкла Джексона. К сожалению, мы не имеем права приблизиться к этому отелю. Красная черта, и тут как раз траектория движения нашего вагончика. Но мы сейчас остановимся на 3 минуты. Наведите ваши бинокли, чтобы поделиться с вашими домочадцами. Где вы были? Что вы видели? Людочка вертит бинокли. Это как в мультфильме «Ну, погоди». Волк увидел зайчика. О! Артемий! Не может быть. Пашка, смотри, это кто? Он говорит, отец Артемий. Ничего себе. А что это он тут делает, а? Ну-ка, дай телефон. Динь-динь-динь-динь-динь-динь. Леночка, твой где сейчас? А я себе стою, дышу, молюсь. Да где-то там с молодежью общается, читает лекции. Лекции читает. Ну, счастье то, что матушка мне доверяет. Все-таки прожитых почти 40 лет совместной жизни дают себя знать. Но я с тех пор верю, что ангел-хранитель, который в венчании снисходит на супругов, он своими крылышками соединяет сердца венчанных супругов, и вы даже не нуждаетесь в мобильном телефоне. Вы просто, как у Чехова в одной из новелл, «Мисюсь, где ты? Я здесь, здесь. Мы эхо друг друга». И я убежден, что матушка сейчас участвует в этом онлайн. И, наверное, грозит пальчиком, говорит, Фрида, не забирайся, матушка. Но то, что я рассказал, это правда. Дорогие друзья, с вашего позволения, я еще раз подчеркну тот единственный тезис, который мне хотелось сегодня подробно раскрыть. Для того, чтобы быть счастливым, нужно уметь отдавать. Нужно искриться энергией любви. И невозможное становится возможным, когда в самых малых малостях вы стараетесь проявлять внимание к окружающим вас людям, вкладывая в эти жесты и знаки частичку собственной души. Меня матушка вот и предупреждала, когда я на ней женился, она говорила, батюшка, ну не батюшка, Артемий, я единственная дочка в семье. И папа построил специально для меня домик на 6 сопках на болоте. Осушив это болото, 50 камазов песка. И я привыкла, когда утром я просыпаюсь, у моего изголовья стоит букетик со свежими земляничными ягодами. А если прошло время земляники, то незабудки в маленькой такой вазочке. Ты понимаешь, на какую высоту тебе нужно взойти, чтобы папа тебя не застрелил. И действительно мало нужно нам. Нам нужно только убедиться в том, что нас помнят, о нас молятся. Есть место в сердце и для меня, маленького человечка. И говорят, что основа дворянского воспитания в том и заключалась, чтобы научить будущего дворянина служить людям так, чтобы им было легко общаться с вами и приятно. Кто-то недавно дал мне такое занятное определение. Кто такой интеллигентный человек? Интеллигентный человек – это тот, с кем легко и приятно и отрадно
общаться. Мне вот, наверное, повезло в своей жизни, потому что я с детских лет помню этих замечательных представителей родовой русской аристократии. И их было, конечно, мало, но все они отличались одним качеством. Когда вы с ним общаетесь, вам кажется, вы убеждены, что он всецело обращен к вам. Он отдает вам все свое внимание. Он вас любит больше, чем других. Не обязательно быть дворянином или бароном или князем, но и крестьянин, и горожанин простой, если хочет, он может в себе взрастить эти жизненные правила, герды, которые импульсами сердца сумел даже разморозить снежное царство. И ничего нового, конечно, я сказать не могу, но только убежден, чем больше времени проходит, тем больше мы должны владеть этим искусством самоотдачи, принадлежа тому конкретному человеку, с которым вы сейчас общаетесь. И вы знаете, замечательно, что тут половина сидит, наверное, учителей и батюшек, потому что есть такие призвания: учитель, врач, священник, под знаменателем которых призванием написано «любовь». Говорят, что если учитель теряет любовь, он становится мучителем. Если врач теряет любовь, он становится врачом. Перемена двух букв, а сумма меняется. И священник, если он не взращивает в себе эту основу своей пасторской деятельности, интерес к человеку и желание ему помочь, превращается невольно в попа толоконного лба. Я, дорогие друзья, отвечу, с вашего позволения, на несколько вопросов. И еще порекламирую те литературные подарки, которые мы вам привезли. Сыну уже 30 лет. В Бога он не верит. Как помочь ему создать семью? Действительно, мамы не могут не болеть душой за своих митрофанушек. Они зачастую палец о пальцем не ударят и не думают о завтрашнем дне. Как правило, эту характеристику можно было бы распространить. Батюшка, сидит он за компом, день и ночь для него смешались. Ну, другой вариант: приходит на работу и сразу за компьютер, не интересуется девушками. Ужасно, если общение с живыми людьми подменено виртуальным развратом. Я вот, вы знаете, только позавчера думал про себя. Вот тонкие технологии, электроника, цифровая экономика. Мы сидим в такой зале, где столько всего наворочено. Просто дивишься силе человеческого разума. И к чему пришел человек, окруживший себя благами цивилизации? А пришел он к тому, что сегодня надеваются наушники, режим 4D, и вы себе моделируете какой-то мир. Хорошо, это просто подводный мир, Жан-Жак Кусто, даже акула пахнет, проплывающая мимо. Но, к сожалению, испорченные человеческие сердца теперь себе моделируют какой-нибудь гарем. Вот, мусульманский рай своеобразно понятый. И представьте себе, что человек заживо сгнивает в отвратительных похотях, не делая ни одного движения с кресла. Задница приросла к седалищу, уже отсутствует позыв ходить в туалет, универсальные памперсы выполняют свою функцию. Человек превращается в живого мертвеца. И поневоле думаешь, неужели действительно Средневековье было столь мрачным, когда
Какое средневековье? Послевоенное время, когда женщины выходили на ручей и полоскали белье в ледяной воде, терли его в какую-то такую ребристую поверхность, когда долбили соль, измельчали ее. Я вот думаю, тогда, наверное, дети обладали уже такими навыками, что могли, окажись на необитаемом острове, выжить в экстремальных обстоятельствах. И видно, что прогресс технический и регресс нравственный – это сосуществующее явление. Так как же помочь ему создать семью? Вопрос, он хочет создать семью, или он уже, как Митрофанушка, не хочет ни учиться, ни жениться? Конечно, если... Это все, кстати, знаете сейчас батюшкам как преподается? Батюшка, у меня сложности с сыном. У него переходный возраст. А сколько ему? 45. Да, переходный возраст – это какая-то всеобъемлющая такая возрастная фаза. Видимо, надо перейти в гроб, и она закончится. Ну, смех смехом, а, конечно, не будем недооценивать, помимо материнского усовещевания. Сынуля, милый мой, ну сходи в магазин, нам уже соли и сахара весь вышел запас. И мама, если она подключает сердце, важно неприятные вещи говорить с приятностью, не превращаться в грымзу. Есть такое неизвестное в филологической науке слово грымза, не путать с брынзой. Это когда мы желаем добиться от детей чего-то хорошего и должного, но при этом у нас кислая физия и интонации такие, разъедающие мозг. И ребенок до 6-7 лет, он любую интонацию выдерживает, а потом защитной реакцией вырабатывается молочная кислота, и ребенок начинает огрызаться, и по принципу действия равно противодействию, в конце концов, выталкивает родителей из своей жизни и куда-то сбегает. Поэтому здесь очень важен сердечный посыл. Зайчик мой, невесты под окном плачут о тебе. Ну, выйди, посмотри. Или петушок пропел давно. Солнышко мое, вставай. Нужно только отойти от кровати на известное расстояние, потому что он может выпростать пятку или гнуть маму. Непонятно, кто пред ним стоит. Поэтому, помимо нашего назидания, мне кажется, что нужно еще горячо молиться. Материнская молитва со дна морского поднимает, из огня изымает. И история свидетельствует, что когда мама докучает Создателю молитвами: Господи, ты видишь, я слаба, я бессильна, дитя меня не слышит, не слушает. Святитель Николай, помоги. И когда мы обращаемся в детской простоте к Спасителю и к Его святым, нужно только выучиться ждать, чтобы получить с неба телеграмму о том, что ваш заказ принят. Я уже вам рассказывал про святителя Николая, как он слышит женские молитвы. Нет, это еще. Ну, не могу себе в этом отказать, случай не выдуманный. Вечером закончилась служба, я стою, общаюсь с прихожанами, потому что им важно получить благословение. Им важно, вот, батюшка, вот, пожалуйста, яйки вам из-под нашей курочки несла. 2 разбилась, 3 донесла. Простите дуру старую. Да вы не дура, в следующий раз и 5 донесете, благодарю вас. И вот так общаетесь с людьми. Подходит женщина, я ее никогда не видел раньше. Ну, мало ли кто в храм зайдет. Вы, отец Артемий, вы сегодня работаете, батюшка? Да, вам повезло. Сегодня моя смена. Вы, отец Артемий? Да. Меня к вам послали. Я очень рад, чем могу вам послужить. Батюшка, в 2 словах не скажешь. Мне нужно
минут 35. Это всегда так. Кажется человеку, что ему нужно всю жизнь рассказать. И для этого нужно 2 часа. Поэтому мы, священники, не должны говорить: у меня нет 35 минут на вас. Придите в следующий раз. Не надо так говорить. Ну, как получится, начинайте рассказывать. Она уместила свою драму жизни в 2 словах. Мой муж уже не просто пьет, но и бьет. Что? Ударить женщину? Я считаю, что это подлость. Потому что ударить женщину, ну, это предел нравственного падения. Купи грушу и бей ее. А если хочешь, выпиши себе для диалога Федора Емельяненко. И, пожалуйста, меряйся силой. Но ударить ту, которая родила тебе 2 или 3, которой ты сказал когда-то люблю, ударить ту, ради которой ты обломал всю сирень в парке имени Владимировича Ленина и потом получил привод в милицию. И вот что делать, извечный вопрос русской жизни. Ну, что может ответить батюшка на этот риторический вопрос? Никогда мы, священники, не должны говорить: я не знаю, что вам сказать. Много вас тут ходит таких. Не нужно отфутболивать никогда. Даже продавщица никогда не должна говорить: нет товара, который вы затребуете. Знаете, у меня вот среди книжечек есть книга «Любовь и вера». Она посвящена дружбе, семье. Психолог задает мне сложные вопросы, я на них отвечаю. Получается, такая созидается картина семейной жизни. И всякие проблемы. Можно ли простить измену, если каяться, то да. И прочее. И эта книга много переизданий выдержала. И у нас в обители, в книжной лавке, есть стенд смертных творений отца Артемия. Одна книга, учебник жизни, который посвятил своей маме, она нас там ждет. Учительство — это рассказы о встрече с детьми, какие-то педагогические секреты. И любовь и вера. И как-то вечером в книжную лавку убегает женщина, разлохмаченная. Уже лавка должна была закрыться. И она обращается к продавщице, а та за день уже наторговалась, наобщалась, такой мутноватый взор, воспринимает уже людей как насекомых, слава богу, не ядовитых. И та спрашивает: не здравствуйте, не до свидания, есть ли еще любовь и вера? И вот эта женщина, которая работает в церковной лавке, она посмела сказать: продана. Я считаю, что это преступление. И слава богу, что я уже не настоятель, а всего лишь духовник, обитель, у нас монастырь. Конечно, это вопрос увольнения. Но все-таки что-то с ней сработало. Она поняла, что неудачно она ответила чисто в коммерческом отношении. Клиент может быть неправ. Написано было у ресепшн, где я остановился в отеле, но клиент должен быть доволен. Может быть неправ, но он должен быть доволен. И она смотрит на стенд, а у меня помимо книг еще есть диски. И вот там тоже есть диски Вивальди «Времена года», оркестр. И священник размышляет о человеческой жизни, которую можно сравнить с весной, и летом, и зимой, и осенью. И среди дисков серия о страстях: гнев, объедение, уныние, тщеславие. 8 дисков по всем страстям. Есть ли еще любовь и вера? Она говорит: нет, продано. Блуд остался. Ужас. Блуд остался.
Она была и блудом довольна. Но все-таки вера и любовь никогда. Любовь пребывает вовеки. Поэтому, если бы я стоял на прилавке, я сказал бы, знаете, завтра вы получите и веру, и любовь. А сегодня только страсть человеческая. Ну, что-нибудь, что-то такое. И вот эта женщина говорит, и пьет, и бьет. Что делать? И я отвечаю, а вы могли бы поподробнее рассказать, как вы познакомились с вашим суженым? Его имя, она говорит, Николай. Сделал ли он вам предложение, или вы навели его на эту мысль? Где провели медовый месяц, в Батуми, Сухуми? Как развивалась ваша жизнь? Как он дошел до такого состояния? Расскажите все вот здесь. Посмотрите, кто здесь изображен. Какой-то старичок. Я говорю, ну вообще-то узнавать нужно. Это Николай Чудотворец. И что я ему должна рассказать? Подробно все перескажите. С момента вашего знакомства до сегодняшнего безобразного состояния, в котором находится ваш благоверный. И что? А вот увидите, что. Только свечу поставить надо. Какую? Потолще. Мы живем в России, а не в Америке. И она буквально исполняет то, о чем я ее прошу, и рассказывает не как в кинофильмах, а со всей жестикуляцией, мимикой. Через минут 20 подходит. И что? Ну, встретимся с вами через неделю. Хорошо, я приду. Через неделю она приходит. Я уже забыл эту женщину. Я не помню, о чем она меня спрашивала. Она меня не забыла и говорит: отец Артемий, я вашему Николаю Чудотворцу молиться больше не буду. Мне муж нужен живой. Я сразу как-то до меня доперло, что-то произошло. А что? Я не рассказывал эту историю? Нет. А что случилось? А вы не знаете? А в России священника воспринимают просто как какой-то краснуху такое, есть радиоэлектронное такое устройство. Мы все пеленгуем, все знаем. Я говорю, честная пионерская, я не знаю, расскажите. Я пришла домой, он уже был хороший. Ну, это то же самое, что он уже был плохой, поднухой. Я пришла домой, он говорит: ты где шлялась? Я вспыхнула. Что значит шлялась? Я за тебя, дурака, Богу молилась. С батюшкой беседовала о тебе. До 9:30 с батюшкой беседовала. Вот и иди к своему батюшке. Знаю я твои беседы с батюшкой. Ты на что намекаешь? А ты не понимаешь. Такой милый диалог, шекспировский. Но она тоже с характером. Любовь зла, полюбивший Посла. Я этого не сказал. И она говорит, вместо того, чтобы намекать на гнусности, ты бы ведро вынес. На первом этаже хрущевки живут. Он говорит, вынесу ведро. А потом тебе на голову надену. Вот, кастрюлеголовая такая. Батюшка, а он ведь это действительно может сделать, рассказывает мне женщина. Я сижу, молюсь. Коля вынес ведро, а у них там мусорный ящик, буквально 50 метров, какая-то дорожка к нему идет. 5 минут прошло, 10, нету Коли. Что-то мне на сердце поплохело. Почему нету Коли? Все-таки какой-никакой, а свой, родной. На 15 минуте слышит, как будто ползет человек.
И ведро звякает. Дзынь, дзынь, дзынь. Как по-пластунски. Я открываю дверь. Боже мой! Коля, весь окровавленный, ползет. Ведро как-то не отпускает. Преодолел уже, пролет ступеньки. Коля, что случилось? Травмпункт, из травмпункта в Склифосовского. Тут его сразу как-то загипсовали голову, как космонавта. Гагарину. Вот. Оказывается, Коля после разговора с Николаем Чудотворцем, именинник, кстати, жив ли он, курилка, не знаю, вышел с ведром, опорожнил ведро в мусорный бак, поставил ведро на узенькую дорожку, которая ведет к главной дороге, заасфальтированной, и курит, перекур. И вдруг со стороны помойки выходят два ангела в черных куртках, совершенно бритые, какие-то цепочки, татуировки, кольца в ушах. И такие люди, у них видно даже в голове мускулы. Их зовут у нас по-разному. У вас в Сыктывкаре зовут качки, у нас амбалы. И они идут по дорожке, видят ведро, говорят: мужик, убери ведро. А Коля как-то не сориентировался. Говорит: надо, обойдете. Они говорят: обойдем. И молча стали его метелить. И вот она рассказывает: я его вчера посещала, ни одного зуба нету. Я его глажу так вот по скафандру этому. Он мне улыбается. Такой хороший. Я, говорит, Николаю Чудотворцу молиться больше не буду. Мне нужен Коля живой. Так что, мама, помолитесь за сыночку Николая Чудотворца, если вы смелый человек. Как правильно поступить, если близкий человек ни в чем не хочет уступать, если у него приоритет удовлетворения собственных эгоистических потребностей? Нужно признаться, что есть такие люди, которые просто не способны сказать: я ошибся, я был неправ. Я знаю таких людей. В том числе, если есть стремление все-таки сохранить добрые отношения, если этот человек очень дорог. Я, конечно, не справочное бюро, и жизнь человеческая уникальна и неповторима. Бывает, что ты сам стараешься жить иначе, то есть отдаешь, служишь. К сожалению, встречаются такие люди, которые просто садятся на шею этому ослику, почитая естественным, почитая сложившийся порядок вещей и игру в одни ворота. Конечно, думаю, что здесь, с одной стороны, нужно уметь вверять человеку Богу со всеми потрохами. Господи, я немощен и слаб, но Ты можешь все. Тебе вверяю, дорогую мне душу, умягчи, просвети, помоги. С другой стороны, все-таки нужно быть и педагогом немножко. И поэтому иногда хорошо бы менять тактику. Мудрые духовники говорят: тетиву нужно иногда отпустить, иногда натянуть. То есть множественность должна быть подходов. Часто мужчины совершенно замыкаются в своем растительном эгоизме и как будто коростой какой-то покрыты. Как их вывести из этого состояния? Одним словом не скажешь. Очень было бы неплохо все-таки договориться с батюшкой, такой разработать план Барбаросса и привести объект к батюшке, это физлицо. С батюшкой заблаговременно нужно договориться: батюшка, я приведу к вам своего, он в религиозном отношении 0, вы, пожалуйста, найдите к нему подход. Но он может быть и агрессивен.
Ну, разные такие характеристики. Священник тоже должен поступать неформально. Я знаю случаи, когда позитивные подвижки случаются. Не без помощи священника, но я бы сказал, по милости Божией. Вот привела она своего, он стоит где-то в позе индийского йога. Опять. В позе индийского йога. И он даже приблизиться к священнику не может. Батюшка, может взять цветочек. Вот там книжечку вы найдете. Последняя книга, у меня написана книжка «У креста и Евангелия». Это сложные психологические ситуации. В маленьких абзацах я размышляю об ошибках священника, об ошибках прихожан, вот о том, как раскрывается сердце человека и как раскрывается. Вот батюшка берет цветочек и, забыв о своем священническом достоинстве, он приближается к объекту и протягивает ему цветок и говорит: как я рад видеть вас, Иван Иванович. Вы знаете, вы вошли в храм, и все вокруг осветилось. Примите, пожалуйста, от чистого сердца этот цветок божественной любви. Чу! Мне? Да, ведь вы же, Иван Иванович, как я понимаю, вы супруг Татьяны Петровны. Я вам так сочувствую. Я понимаю, как вы настрадались. Ведь она вам плешь проделала своим благочестием. А, да. Давайте поговорим немножко. Я должен много вам сказать, потому что, честно говорю, Татьяна Петровна случай непростой. А, пойдем. Куда? А вот сюда, к кресту и Евангелию. Здесь вам будет удобно. Как вы все это терпите? С Божьей помощью. Процесс пошел. Вы знаете, для меня такое приобретение с вами познакомиться, потому что у меня в семье нелегко. Может быть, как-нибудь встретимся за пивом, за водой. Кто-то у него, как у ребенка, появляется улыбка. А вы что пьете? Да, очень даже. Ну, не Балтику, конечно. Не порошковидное пиво. Натуральное, нефильтрованное. Ну, а что касается рыбалки, у меня все схвачено в коме СССР. И пошел диалог. И вы знаете, последствия могут быть самые неожиданные и приятные. Обряд венчания. Когда правильно венчаться? Вчера надо было венчаться. Потому что сегодня вторник, под среду уже не венчают. А вот вчера мы повенчали одну звездную пару. У вас здесь в Сыктывкаре. Так сегодня муженек пришел на работу. Коллеги ему говорят: ты чего светишь-то? Он говорит: повенчался я. Что ты сделал? Повенчался. А кто венчал? Отец Артемий из телевизора. А нам можно? Говорит: а вам нельзя, все через меня. Итак, когда правильно венчаться? Сразу после заключения брака или спустя несколько лет совместной жизни, когда уже вместе пройдены трудности, как много пройдено дорог. Дорогие друзья, ну, сейчас, конечно, не будем скрывать, такой встречается прагматический подход. Поживите, дети мои, поживите, а там лет через 5 и повенчаетесь. Но если трудности оказываются непреодолимы, и если, простите, избранница уже БУ, second hand, если она чувствует себя уже выжатым лимоном, если после 3 лет этого экзерсиса, опыта, она батюшке на исповеди говорит: батюшка, я пришла к вам первый и последний раз. Исповедь моя будет короткая. Да, я слушаю.
все мужики сволочи. Знаете, стоит ли овчинка выделки? В этом смысле, конечно, само венчание предполагает живую, зрячую, горячую веру. Ромео и Джульетты. Не все знают, что Ромео и Джульетта венчались. Падре Лоренцо их отвенчал. И они не боялись никаких трудностей, сама смерть им была не страшна. Я вот тоже повенчался сразу, как уж Бог устроил. Слава тебе, Господи! Все как в сказке. При том, что моя матушка, Леночка, она была не крещена. Думала, что крещена, а потом оказалось, что нет. Мой духовник крестил мою супругу. И я стоял рядом с ней, а духовник мудрый смотрит на меня, филолога, не филолога, а филолога, и говорит: Артемий, будешь крестным? А я и привел-то Леночку креститься. Ну и как-то у меня в глазах, видимо, какое-то такое телячье нежное чувство было. Тут я вздрогнул, я бледнею, я краснею. Говорю: батюшка, как благословите. Он говорит: ладно, живи. Сама она уже взрослая, за себя отвечает. И когда через неделю я пришел и говорю: батюшка, вот вы помните Елену, вы ее крестили? Мы вот общаемся и что и? Мы полюбили друг друга. Как бы да. Что вы скажете? Я ничего не могу сказать, но вам нужно получить благословение обеих семей, родителей. И тогда я смогу сказать, когда те скажут: дети мои, Бог да благословит вас. Ну так все и получилось. Я не буду пересказывать, вчера уже рассказывал эту историю. Мне кажется, сейчас тут уже уборщицы убирать надо. Да я сам уберу. Смотрите, она свободна. А что, меня учили, мы металлолом собирали. Хорошо, я вас понял, ваш намек. Дело в том, что нас сюда пригласили за красивые глаза. Поэтому мы с матушкой сразу повенчались, а потом расписались. Вот не по букве. С трудом, но нашли батюшку, который нас повенчал, потому что духовник сказал: промедление смерти подобно. Повенчайтесь, to be on the safe side. Будете уже под покровом Божьим. А там и распишитесь. Бывает и такое. И ничего, прошло 36 лет, и я состоялся на 37-м году венчанного брака. У меня недавно скончался родитель. Сын летом надумал жениться. Сколько времени должно пройти, чтобы я спокойно мог дать родительское благословение? Вы знаете, нет каких-то канонов, которые бы обусловливали время траура. Полгода или год. Уже прошло времени немало. Если сын нашел свою Герду, и дети хотели бы действительно принести обет взаимной верности и любви, почивший папа только радоваться будет, смотря сквозь облачко на милых наших зайчиков, которые склонили главу перед алтарем. Поэтому причин оттягивать дело нет. Где взять энергию? Почему чувствуешь отсутствие физических, душевных сил? Отсутствие радости играет в этом вопросе большую роль. Где взять энергию? Ну, прежде всего, мне кажется, важно научиться благодарить Создателя за скорбь и за радость, за каждый наступивший день. Благодарственное расположение души – это уже молитва. Человек, благодарный Богу и людям, получает энергию бытия. Но главный источник энергии, радости, мира, созидания – это, конечно, воскресший Христос. И Спаситель ясно говорит: кто будет вкушать плоть и кровь Сына Человеческого, жизнь будет мною. Для верующего Христа
кающегося, причащающегося святых христовых тайн нет ничего невозможного. Все могу, говорил апостол Павел, если мне поможет и укрепит меня Бог. Поэтому, конечно, основной источник витальной силы и энергии – это таинство исповеди, причащения тела и крови Господней. Для этого люди и венчаются. И если речь идет о семейных, чтобы с чистой совестью черпать энергию любви в таинству. Нужно ли отдавать ребенка в детский сад? Как детский сад влияет на духовное развитие ребенка? Все зависит от того, как в детском саду поставлено дело. Доверяй да проверяй. Сейчас есть группы православно ориентированные или просто добрые воспитательницы со стажем, цып-цып-цып, мои цыплята. Мы, например, с братом-близнецом мало детский сад, прошли еще 5-дневку в яслях. Да, прошли все формы коллективного воспитания. Ну ничего, нормально. Всякие были истории в детском саду и в яслях. Все это я описал в своей книге «С высоты птичьего полета». О детстве, к сожалению, по-моему, книжечку эту мы не привезли. В следующий раз привезем. Но нам повезло. Мы были близнецы, и поэтому были всегда рядом Митенька и Тёмочка. Важно смотреть, чтобы ребенок действительно там развивался, к школе готовился, но не получал психологических травм, чтобы не было так. Одна девочка прибегает из детского сада, это и уборщицу полезно послушать, и встречает ее бабушка: «Зайчик мой, здравствуй». А девочка: «Да пошла ты, бабушка, там тарарам, пам-пам-пам-пам, хи-хи-хи-хи-хи». Ребенок не понимает, что он говорит. Бабушка, кровь вискам. Что такое? Ты откуда пришла? Из детского сада. Он прямо во дворе. Бабушка врывается, как гиперзвуковая ракета 15 махов авангард Сармата. Врывается в детский сад, подать сюда заведующую. Что тут у вас происходит? Что вы сделали с моим ребенком? Откуда он нахватался подзаборных слов? Это невозможно. У нас даже нянечки с высшим образованием. У нас здесь детское дошкольное учреждение, огражденное забором. У нас все здесь соответствует нормативам. Ищите где-то там по пути, может быть, общалась с дворовыми мальчишками. Нет, не общалась. Что сегодня у вас было? Ничего, все по заведенному распорядку. Вот у нас инструкция, вот у нас лицензия, вот у нас грамоты. Что вы бочку катите на наш детский сад? Не было ли посторонних лиц у вас каких-то? У нас не может быть посторонних лиц. Ну, сегодня только вот проводку чинили 2 лица, но не посторонние. Это РАНО нам выделяет этих рабочих. Так, пойдемте туда. Где эти рабочие? Ну, если они работают. Стремянка. Держит один стремянку, и другой, Вася, паяет напильником, паяльником паяет, запаивает проводку. Так, вы сегодня здесь с детьми общались? Нет, что вы, мы свое дело делаем. Вы общались с девочками? Да нет, что вы, нам это запрещено. Вы между собой вообще разговариваете? Нет, все молча. Ну что-то было сегодня такое примечательное? Ну, может быть, только один случай, рассказывает Миша, который держит стремянку, а Вася паяет. Вася как-то задумался, и олово на лысину Миши. Как? И что? Я посмотрел на Васю и говорю: Вася, ты не прав. Так что детский сад влияет на духовное развитие ребенка. Как позитивно, так и негативно. Важно все это отслеживать. И последнее.
До 21 часа, но надо было раньше говорить, боже мой, 1:30 ночи уже. Ужас какой, что же такое? Закончите, пожалуйста, не забудьте, пожалуйста, про книги. Дорогие друзья, ну я уже порекламировал вам книжки, обращаю ваше внимание, буду рад подписать эти книжицы, обращаю ваше внимание, есть книжечка «Сказки для детей и взрослых» в поэтической форме, очень хорошо воздействует на мужчин, на родителей, не менее интересный, чем детям. Есть поэтический сборник «Мосты через реку». Это диалог с 50 русскими поэтами от Пушкина до Евтушенко. Диалог маленького и великих. Есть книжица «Открытый занавес». Размышления священника о 4 маленьких трагедиях Александра Сергеевича Пушкина. Очень старался я написать эту книгу, потому что Пушкина прогневать страшное дело. Пушкин чуть что вызывал мужчин на дуэль. С женщинами был галантен, а мужчин вызывал на дуэль. Сколько было дуэлей в жизни поэта? Почти столько, сколько он прожил на земле. 34 дуэли. Большинство было предотвращено друзьями, но и реально стрелялся. Поэтому мужчинам так просто вот с Александром Сергеевичем пройтись по мойке, выпить чашечку кофе, как фантазировал Булата Куджава, дело непростое. Поэтому в книжицу «Открытый занавес» я вложил свою душу. Есть книжки-малютки, словесный венок на главу педагога, о слове. Ну, все понемножку. Если вам показалось, что мы сегодня о чем-то не договорились, завтра продолжим в Доме дружбы. В 2 часа? Где? В большом зале. К сожалению, не будет такой камерной интимной обстановки. Но будет что-то другое. Будет что-то новое. Я благодарю вас, дорогие друзья, за внимание. И сам почту за счастье подарить вам какие-то памятки о нашем сегодняшнем мире. И я считаю, что сегодня мы просто достойны занесения нас в книгу рекордов Гиннесса. Такая уплотненность слушателей при отсутствии кислорода, мне кажется, что у нас открылось не просто второе дыхание, а какие-то неизвестные источники питания. Этот феномен должен быть исследован. На место происшествия скоро прибудут специалисты.